23 декабря. Уехал в очередной раз на охоту. Как снегоход проваливается. На улице жара, тепло. -2, наверное, сегодня с утра было. Выехал очень рано утром, еще темно было. Вот рассветает. Сейчас будем ходить по лесу, охотиться, искать птиц, зверей, что есть. Но я уверен, что ничего нету. За 25 километров видел 2 следа зайчих и еще там лиса, но у лисы очень много было этих следов. Но один и тот же бегает туда-сюда через бураницу. Ветра вообще нету. И тепло, очень тепло. Да, не зимняя погода, однако. Даже где-то птицы слышно. Уехал налегке. Кома охотника всегда такие лыжи охотничьи. Вот. Для начала, наверное, чай попить. Там уже фу, ну и жара сегодня. Действительно жарко. Куда без чая? Чай попьем. Потом уже думать будем, куда что. Кто-то уже тоже сегодня или вчера поздно вечером на буране проехал. Следы есть. Толку. Уже сколько? Опять уже почти месяц. 2 недели, да, где-то месяц уже точно после прошлой охоты. Просто после прошлой прогулки без ружья, без ничего ходил. Сегодня хоть ружье взял. Но из чехла вынимать даже не буду. С чехлом и буду ходить. Снег меньше будет падать. Смотрим. Если увидим кого-нибудь, быстро можно вытащить. Подкрепиться. Всегда плавленый сыр беру с собой. Удобно. И, в принципе, калорийный он тоже, наверное, как-то. Съешь одну и... Ну-ка. Что-то насчет хлеба не подумал. Надо было еще хлеб взять. Восемь 21. 20. Больше часа.
Доехал. Благодать. Тишина. И воздух такой. Было бы еще солнце, это весной, в марте, когда на рыбалке, может, или просто в походе, солнце там на улице, вообще приятно ходить. В основном, когда я хожу на охоту в рюкзаке зимой, всегда беру вот такие сушки. Можно сухари. Хлеб зимой в морозы он быстро твердеет, замерзает. А сухари самое то. Можно еще сушеное мясо с собой брать. Он тоже калорийный, силы дает. Легкий. Надо все подбирать так, чтобы рюкзак был легче. О, ветерок поднимается. Нормально. Угу. Вот зимний рюкзак из обычного мешка из-под сахара. 25 килограммовый, на грамм 100 весит. Магазинский рюкзак, и там одни эти веревки. Сколько веса. Да. Смотрю, конечно, видео у грибобасов, с какими рюкзаками они, эти парни, ходят. Мама, не горюй. Чего они там только не таскают. Ужас. Сейчас еще чай попьем, да. Километров 10 круг сделаю, если успею до темна. И все. Посмотрим еще какой снег, если проваливаешься, и даже и 10 не пройти. Без чая пить я тоже никуда. Аппетита с утра нету дома. Можно сказать, не завтракал. Все. Здесь немножко гудит, где-то вдали, где горка, там высокие деревья, там гул идет. Все надо калорийное брать с собой. Конфеты послаще, чай пить. Главное не бить прокарь. Все. Или соберем и путь.
сюда. Это сюда. Это сюда. Здесь нам не нужен. Это сюда. Как в армии. Тут мешок. Все. Есть. Ты синяя река, золотые берега. Таяночкин порт начинаю богатеть. Хрен его знает. Опа. Тут чанда уркит голова. Он почти до жар голова. Это было просто скучно. Вот это вопрос я заскучами. Первые 200 метров пройдены. Проваливаешься сантиметров 15. Жарковато. Надо было полегче одеваться. Не рассчитал с одеждой. Вот очень старые следы зайцев. А вот еще. Тут пробежала тропила она. Больше ничего пока не видел. И тут тоже следы. Тоже зайцы бегали. Тропили аж. Старая тропа. Следы, а свежих следов пока не наблюдаем. Не, нормально, можно ходить. Метров 10 можно пройти. Лес здесь мелкий, как в тундре. Карликовые такие. Здесь место болотистое. Из-за этого тайга там дальше. Вот теплая зима. Шел и провалился. Оказывается, все открыто тут. И, видимо, тут ручей еще какой-то течет. О, бля, попал. Спасибо, что не глубоко. Здесь такое место гиблое. Фу. Да. Пешком не пройти, блин. Фу. Нормально. Ну там немножко испугался. Слыша, под ногами земля уходит. Такое бульканье. Буль-буль-буль. Вон следы мои. Ё-моё, блин. Все, думаю, пизда пришла. Фу. Ну, не глубокого, оказывается, было. Так. Ладно. До в гору куда-нибудь подняться. Это на рай. Лег на Стасвелема.
Не ходил еще тут. Незнакомо, вот. Вон такие ямы. Там открыто еще, блин. Только в путь можно попасться. Угу. Фу. Такое место, оказывается. В принципе, интересно. Ё-моё. Тут опять куда-то я попал. Яма, блин. Кругом все открыто. Чё тут, блядь? Ручей, видимо, какой-то. Такое место. Ебать. Когда-то до армии здесь ходил. Очень давно уже. Все уже забытое. Ну, здесь зачесы. Кто-то, наверное, здесь охотится, видимо. Вон. Может, капканы ставят, может, промысловики какие ходят тут. Или ходили раньше. Сейчас-то нечего ловить. Сейчас заброшено уже. Ну, это старые зачесы. Может, прощека. Если прощека, то буран у меня на квартальном стоит. Где-то средний. Я больше километра еще не прошел. Не, туда спускаться не будем. Вон какие деревья тут уже. Ну, здесь еще немножко есть кусок. Ну да. Есть участок. У кого-то, видимо, тут участок. Угу. Раньше штатные охотники у нас были в те года, когда еще до перестройки ловили, промышляли, сдавали все. Дичи было очень много. Ты смотри, тут здесь какая-то дорога, наверное. И там, я как думаю, там вырубка. Не лесопонт, а леспромхоз тут работал. И еще заключенные там дальше, наверное, километров 4, если пройти в сторону запада, там уже узкоколейки начинаются. Так. Туда пойдешь, приключений не найдешь. Лучше здесь пройду. Лучше здесь. В лесу под елками небольшой наст. После оттепели здесь более держит. Вот. Да. Возле ручья. Вон. Видел? Здесь тоже какая-то дорога. Или же лес тут таскали, или просто волоки. Непонятно что. А там вверху все стена. Туда лучше тоже не заходить. Там вырубка уже старая. О! Вот это уже интереснее. Вот следы зайца. В эту ночь бегали. Я уже больше года зайцев лицо не видел. Не знаю, как они уже выглядят. Вон бегали тут. Да. Все правильно. Идем в правильном направлении. Бедолаги вдали от дороги знают, где более безопаснее.
Здесь, в принципе, им пища есть. Вон, везде следы. Вообще интересно. Все. Идем дальше. Так, где бы пройти вот тут? По треку прошел 2 километра 100 метров. Вышел на какой-то пустырь. Луг, наверное, здесь небольшой. Карликовые березы. Не очень высокие. Метров 7, наверное, отсюда. Вот. Кроме следов заячьих, еще видел один след у куницы возле заячьих троп. Она за зайцами бегает. Непривычно на лыжах. 2 километра только прошел, а немножко уже чувствую усталость. Ну ничего, еще есть время, погуляем. Все равно немножко проваливаешься, и это еще затрудняет ходьбе. Вот тропинка. Трактора здесь ездили, видимо. Лес возили, таскали. Не знаю, вот такая. Здесь промхоз или... Не знаю, Газпромхоз. Или же заключенные, не могу сказать точно. Все здесь работали. В этих краях. Вот. Семенные оставили. Елка такая осталась. Еще стоит. Не свалилась. Вот. Какая большая. Ух, длинная. Длина диаметром где-то 70-60, может. Нормальный. Відказ. Відказ в одному. Так. Снимать невозможно. Здесь очень густой лес. Все в снегу. Сам тоже как снеговик. Белый весь. Короче, придется выключить. Вон. Все тут такое. Неприятно идти. Надо поймать где-нибудь просеку и по просеке идти лучше. Если найдем. Где-то километра 2, наверное, до просеки. 200 по GPS. До туда дойдем. Там уже легче будет идти. Шел и наткнулся на звериные следы. Вот следы лося. Может и лосей. Здесь походу несколько штук прошло. Интересно, в какую сторону они идут. Определить очень просто. Рукавицы одену. Так. Вычищаем от свежего снега следы. Проверяем. Вот здесь легко рука уходит в след. А тут, о, видел? О. Значит, в ту сторону они ушли. Никогда ногой наступают снег, здесь прижимают в этой стороне. В какую сторону идут, они прижимают снег и уплотняется. Если в одну и в другую сторону прошли, это я рассказать не могу, просто не знаю. А здесь все на лицо видно. Видно, что лоси прошли туда. Снег очищаем. Вот. Здесь рука легко проваливается. По этой стороне. О, видел?
как плотно прижатый снег. Значит, ушли туда. Фу, а так. Это все лосятники знают, кто лосей ловит. Так что давайте, догоняйте. Лоси пошли. Здесь нам несколько штук пришли. В принципе, нам по пути. Но у нас лицензии, к сожалению, нету. Пускай бегают. Мы пойдем по своей дороге. Ай. Да. Здесь штука 3-4, наверное, прошла. Ладно. Пускай идут. Вышли на болото такое. Не очень мелкое. Крупное болото. Зыбучая здесь. В этом в углу, помнится, избушка есть. Но туда уже не буду ходить. Надо еще обратно идти. Очень далеко. Вон вышли наконец-то с этой вырубки. Все, в сторону дома уже идем. В сторону Бурана. Дому дорога всегда короче, быстрее. Какая-то U-образное болото. Вон туда идет и вон туда. Здесь недалеко, в принципе. Да, все. Тут уже знакомые места. Все знакомые здесь. Вон. Прошел 7,8 километров. Остается еще 1,5 где-то километра пройти до Бурана. Да. 7,8. Вот точное направление, точное расстояние. Все здесь в GPS. Километр 490 метров. Остается до Бурана. Точность тоже меняется GPS. То 5, то 9. Сейчас в лесу под деревьям нахожусь. Ну, в принципе, Etrix 20 GPS. Я доволен. Отличный GPS. 1,5 времени. Еще 1,5 километра. И мы уже будем возле Бурана. Так тоже не очень выгодно, оказывается, носить оружие. Чехол промок. Он уже вес набрал. Лучше ружье голым таскать, чем в чехле. Дома почистить, высушить все аккуратно. Замазать маслом. Ничего страшного, ничего не случится. Да, сейчас бы, конечно, горячий чай. Фу, воды почти нету уже. В термосе, литровый термос. Уже все кончается. Ладно, пойдем дальше. Попал конкретно. Одна вырубка. Сплошные березы, непроходимая. Вон. Стена такая. Невозможно идти. Первый и последний раз сюда заехал. Все. Первый и последний раз сюда зашел. Надолго я запомню это место. Непроходимое. Никакой лазейки нету. Фу. Или уже начинаю уставать из-за этого. Что-то трудновато начинается мне идти.
Снимать невозможно. Придется выключить. Возле бурана уже включу. Совсем беда. Фух. Вот это да. Нигде пройти. Кругом тупик. О, попало. Приходится зигзагом ходить. Километраж наматывать. Фух. Туда-сюда. Где-то лазейку находим. О, начинает темнеть. Дни короткие сейчас. Зимние. Сейчас самый короткий день даже. Конец декабря. Фу. Да, блядь. Дошли до назначенной цели. Опа. Все сырое. Как тряпка, блин. Вот так вот тащи. Вот так тащи. До трусов сырой. Вот такой кружок сделал. 9 километров 700 метров. По треку. Как и говорил, километров 10 пройду, но очень сильно устал. Не знаю, сколько бы я еще продержался. Но жалко, вот вода кончилась из-за этого. Так получилось уже. На будущее буду иметь в виду. 2 термоса надо брать с собой. Один с собой, другой возле бурана оставить, кипяток. Вот сейчас вышел. Очень хочется пить. Костер неохота делать. Придется потерпеть. Белье поменяю и поедем домой. На сегодня охота закончилась. День прошел. Надышались вдоволь. Здесь, конечно, тайга. Старые вырубки. Непроходимые вырубки. Оказывается, дичь. Вот там где-то штук 5, наверное, видел. Прямо возле лыж так выскакивают, вылетают. Прямо из-под носа вылетают. Еще что видел? Заячьи тропы, несколько следов куниц, даже лосиные следы видел. Крупной дичи ничего не видел. Вот и все.